Центральная избирательная комиссия зарегистрировала новых кандидатов в президенты страны. Это Григорий Явлинский, Борис Титов и Сергей Бабурин. Уже стартовал и набор волонтеров в избирательных штабах кандидатов в президенты. Они будут помогать в проведении выборов. Первое собеседование с волонтерами прошло в республиканском штабе Владимира Путина, который также начал свою работу. Зарима Ивлоева продолжит. Региональный штаб кандидатов в президенты Владимира Путина начал активный прием волонтеров. Это первая волна добровольцев и первое собеседование. Процедура вступления в ряды волонтеров предельно простая и включает лишь несколько шагов. Заполнить анкету на сайте кандидата, дождаться личного собеседования, на котором определят направление деятельности. Волонтеры могут принимать звонки в предвыборном штабе и помогать сотрудникам общественной приемной, распространять информацию через СМИ и социальные сети, становиться наблюдателями на избирательных участках. Я случайно в интернете увидела о том, что можно стать волонтером. И вот сегодня я пришла сюда. Тут ничего сложного, нужно просто заполнить бланок. Сюда входят вопросы. Таких вопросов нет, конечно. Это фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, где проживает на данный момент, и паспортные данные в Я участвую во многих мероприятиях, также состою в нескольких общественных организациях. Мне очень нравится вести активную жизнь, и вот как в университете, так и за пределами университета. Выборы являются главным, мне кажется, событием этого года, поэтому мне лестно то, что я участвую и могу принять участие активное в этом. Таких молодых и активных в регионе немало, а потому желающих стать волонтерами от штаба Владимира Путина уже около 80 человек. В ходе собеседования выясняют, как правило, два основных момента. Первый – есть ли у добровольца опыт волонтерской деятельности. Второй – почему он решил поддержать именно этого кандидата в президенты. Далее идет обучение. Оно коллективное и проводится по мере того, как число новоприбывших волонтеров достигает 20 человек. Официальный старт 17 февраля у нас стартует. С этого момента будет уже вести агитационная кампания до дня выборов. В день выборов уже ребята, которые отобраны волонтерами-наблюдателями, будут принимать участие на избирательных участках в качестве наблюдателей. По завершению всей работы лучшие волонтеры они будут отмечены уже в центральном штабе. Сложился стереотип, что в волонтеры идут только юноши и девушки. На самом же деле эта работа привлекает людей разных возрастов. Здесь дело не в возрасте, уверены сами активисты, а в выборе жизненной позиции. Мне исполнилось 86 лет. Я хочу своим примером показать людям, что надо, значит, на выборах быть, надо голосовать, надо быть активистами. Для каждого вступающего в ряды волонтеров предусмотрены на выбор 5 различных направлений работы, в зависимости от индивидуальной загрузки и наличия свободного времени. В штабе подчеркивают, здесь рады любому заинтересованному активисту. Единственное ограничение – возраст. Доброволец должен быть не моложе 18 лет. Зарима Ивлоева, Адам Далаков, Новости 24.